Друзья, всем привет! Сегодня у нас в Якутске минус 50, ниже минус 50 градусов, я бы даже сказал. Очень холодно, и поэтому самое время, аж говорить сложно, сделать один такой достаточно интересный эксперимент. Ну а давайте я вам в тепле все поподробнее расскажу, чтобы вы не мерзли. Сейчас у нас разговор пойдет, тема про портативные гаражи. Как видите, вот рядом машина стоит, полностью закрыта. И во дворах в городе Якутске это такое обыденное зрелище зимой. Называются они, такое имя нарицательное, Наташа, потому что никак не связано с Турцией, да? В общем, несколько лет назад появились в городе Якутске портативные гаражи Наташа. Это производство города Улан-Удэ. Делались они из такой достаточно интересной ткани. В общем, машина им полностью укрывается, надевается на выхлопную трубу еще одна труба, патрубок, кому как нравится. И машина может зимовать, грубо говоря, во дворе и запускаться по автозапуску периодически по температуре. Вот это позволяет эксплуатировать машину зимой без теплого гаража. Сейчас установилась холодная температура. Где-то сегодня, завтра, еще послезавтра, может где-то в течение 5 дней будет около, ниже минус 50 градусов. Поэтому сегодняшнее видео будет посвящено небольшому эксперименту, насколько температура сохраняется, да, под портативным гаражом. Помогут нам в этом такие вот... Многие могут сказать, что это ключи от домофона, но это достаточно серьезный такой инструмент. Это датчики термохрон. Они используются для того, чтобы в течение длительного времени фиксировать температуру, например, при перевозке медикаментов, где нужно, нельзя перегревать медикаменты и так далее, ну и вообще продукты, фрукты, которым нужен определенный температурный режим. Значит, я сейчас их дома перед выездом зарядил, взвел, так сказать, в рабочее состояние, и раз в 3 минуты они будут фиксировать температуру. Грубо говоря, они уже сейчас работают. Так вот, сейчас я собираюсь разместить несколько датчиков в этом автомобиле. Я думаю, один у нас будет в салоне, второй будет на печке, да, на воздуходуве. Значит, третий, их всего 6, третий в передней части подвески где-нибудь подвесим, там около рычагов, и четвертый в задней части, я думаю, что было так оптимальненько, подальше от глушителя, то есть с другой стороны. И 2 датчика у нас оставшихся повесим где-нибудь в подкапотном пространстве. Распаковываем, развязываем наши датчики, они специально такие веревочки привязал, чтобы было удобно их монтировать. Так, и будем запоминать, какой где висит. Давайте начнем с салона и начнем с датчика номер 1. Итак, датчик номер 1 повесим, давайте, на пассажирское сиденье, или вообще мы, наверное, его повесим вот сюда. Таким образом будет фиксировать температуру, в районе груди, да. Этот у нас воздуховод, чтобы особо погоду не играл. Или вообще его отключим? Нет, все-таки не надо, наверное, отключать. Направим его. Давайте направим вверх, чтобы он на него не дул. Так, второй датчик. Датчик под номером 2. Датчик под номером 2 повесим непосредственно на воздуховод. Переведу сразу воздух чтобы обдувал в ноги и вперед, да, на водителя, и положим его прямо в поток. Так, надеюсь, он у нас не упадет. Вообще туда вот так засунем. Вот так будет вообще оптимально. Даже вот я бы сказал вот так. Забор воздуха у нас будет изнутри, да, чтобы экономить тепло. У этого автомобиля установленный старенький ПЭТ, причем он такой уже, надо было мне в этом году обновить, конечно, как видите, лето отъездил, и местами он
PET-пленка прилегает к стеклу, и вот здесь образуется такая наледь. То есть, как бы сказать, тоже такой не особо рабочий вариант, но в целом свое дело выполняет. И из-за того, что первая половина зимы у меня была очень насыщенная, поэтому переднего стекла тоже нет. То есть второе лобовое здесь не установлено. В целом, конечно, для утепления автомобиля в Якутске должно быть поставлено второе лобовое стекло, PET-пленка, понятно, картонка на радиатор, автоодеяло, и еще, многие, если кто-то выезжает там в пригород или по трассе много ездит, то, конечно, низ затягивается брезентом. Ну, а так как это чисто городская машина, на дальняке я на ней не езжу, поэтому в целом вниз у меня не затянут. Тем более стоит Webasto, ей нужен там определенный выход. Но в нашем эксперименте Webasto использоваться не будет. Так, я так много болтаю, потому что не хочу выходить на улицу. Сейчас предстоит повесить 2 датчика около подвески на передний рычаг и на задний. Так, 3-й датчик установлен прям под стоечку, в нижней части стойки. Так. Еще один с противоположной стороны глушителя. Так, вот там у нас глушитель, а здесь у нас датчик. Все. Так, сейчас посмотрим. Сюда я запихнул 2 градусника. Ага, вот видите, один точно не исправен. Он показывает минус 70. Прям как в Аймиконе. Самая низкая температура минус 72 градуса. Значит, этот не исправен. Так, второй лежал в автоотделе. Показывает у нас минус 40. Кому верить, не знаю. Все лето отъездили в бардачке. Видимо, уже совсем сломанный. Положим здесь. Посмотрим, что будет показывать. Так, сейчас дадим нашим датчикам немножко принять нижнюю температуру. Еще раз напоминаю, у них, кстати, да, забыл отметить, по-моему, не говорил, у термохронов нижний предел это минус 40. То есть почему хотелось, сказали бы, да, почему бы не положить один термохрон на улице, он просто будет показывать минус 40 и все. А в целом нам это особо не интересно. И я думаю, что под одеялом у нас температура не должна быть настолько низкой. Я как бы немножко забегая вперед, возможно, когда открываю гараж портативный, складываю его на багажник, трогаюсь в эту погоду, подвеска ведет себя мягко, то есть она не замерзшая. У меня опыт есть. С Webasto эта машина уже на улице работает около 8 лет. То есть гаража не видит. Зимой и летом в одном дворе стоит, без одеял. Поэтому, когда в такой мороз запускаешь двигатель после работы Webasto и трогаешься с места, конечно, подвеска жесткая. Где-то минут 5 ты едешь как на телеге. Потом чуть-чуть она немножко разогревается и становится более-менее работоспособной. Так, поэтому сейчас немного передохну, начнем. Дадим датчикам немножко устояться и положим наши еще 2 датчика оставшиеся под номером 5 и под номером 6 подкапотное пространство, соответственно, около аккумулятора и где-нибудь в свободном полете будет висеть. Двигатель у нас старый добрый 5А, 1,5. Итак, один датчик под номером 5 положим на
аккумулятор. Вот сюда. Датчик под номером 6 у нас будет висеть вот здесь. В таком подвижном состоянии в подкапотном пространстве. Все, закрываем. Ну что, все датчики распределены. Сейчас время у нас контрольное 22:15. Это нам понадобится потом для уже дальнейшего подведения итогов по графикам. Машину сейчас я накрою автоделом. И, соответственно, в течение ночи он будет находиться на автозапуске по температуре. Надо отметить, что свою машину я хорошо знаю. Видимо, она избалована вибастой или еще что. Может быть, конечно, аккумулятор здесь уже такой немножко подуставший. Но когда я его ставлю на 0 по срабатыванию температуры, я даже не говорю про минус 5 или минус 10. Многие так ставят. Даже когда ставлю на 0, он иногда может не запуститься. Вот. В целом стоит сейчас температура на плюс 10. На плюс 10. Но по опыту уже несколько ночей уже такой вот холод. Машина запускается раз в 4 часа. То есть каждые 4 часа запускается двигатель, работает 30 минут, выключается. И потом еще идет, получается, 3,5 часа, да? И через 3,5 часа снова запуск двигателя происходит. Вот сейчас мы посмотрим, как это все работает в таком более объективном виде, с температурами. После того, как я накрою гаражом, машина еще поработает где-то минут 15 под гаражом, чтобы нагнать температуру необходимую. И затем уже заглушу. В целом размещение гаража на багажнике более оптимальный вариант. Вот, хотелось бы показать это патрубки охлаждения, по-моему, от УАЗика. Соответственно, вот так заходит в трубу выхлопную, идет сюда. И я ее ставлю немножко под наклоном, чтобы конденсат не накапливался внутри трубы. Гараж немножко на более высокую машину, но я подумал, что лучше так, чем будет висеть над землей, а так хоть есть запас. Так, в целом закрытие гаража занимает на самом деле не так много времени. Поставить трубку, скинуть гараж, где-то минут 3, наверное. Стоит автозапуск по температуре плюс 10. И сейчас у нас двигатель показывает 56 градусов, а в салоне 34. Минут через 10 я машину заглушу. Итак, у нас утро следующего дня. Давайте посмотрим. Температура 40, минус 46. В целом, как будто градусник немного врет, потому что по сведениям гидромедцентра ночью было минус, по-моему, 50 с чем-то, а днем прогнозируют 47-49. Мы не об этом, а о том, что у нас я планировал показать вам работу датчиков в цикличном таком порядке, да, то есть, информация была бы цикличная. Вот, а здесь получилось так, что машина в 5:30, около 5, в 5:30 не смогла завестись. Вот. Я об этом предупреждал. Машинка старая, аккумулятор немножко такой уже, я не стал его в этом году менять. Вот, и в целом сейчас у нас будет немножко другой контент. Может быть, даже это хорошо, потому что мы еще посмотрим, как нагревает
автомобиль Webasto. Но если бы это был такой, конечно, Webasto не было, я бы, конечно, поменял в любом случае аккумулятор, да, потому что машина, ну, это не дело, да, то есть она работает в целом 1-2 числа она стояла, ну, 2 суток и отработала нормально, штатно, то есть заводилась раз в 4 часа, а сегодня, не знаю, может быть, магнитные бури и так далее. Ладно, не будем долго разглагольствовать. На улице сейчас я достану еще один патрубок, который нам понадобится для того, чтобы запустить Webasto. На морозе надо все делать очень быстро. Так, значит, Webasto у нас запускается тоже удаленно. Вот со вторника, а сегодня у нас пятница, я ее не использовал. Так, выпускаем старт и ждем. Ну, как видите, теперь из машины торчит 2 трубы. Одна на выхлопной и вторая на выхлопе Webasto. Сейчас снова пойдем домой, подождем, пока отработает Webasto, около 30 минут. И вернемся уже, чтобы посмотреть, как машина запустится. Ну, а уже в предвкушении посмотреть все наши графики. Так, запустилась. Испытано на себе. Так, попил вкусный кофе. Значит, Webasto отработала штатно 30 минут. И сейчас попробуем запустить машину с брелка. Время у нас 10:25. Это так, для статистики. Так, сейчас у нас 12,4 вольта напряжения. В салоне минус 14 и двигатель 40 градусов. Двигатель у нас запустился. Пока машина греется, в целом хотелось бы отметить, что в ней стоит сигналка А96 6-го поколения. То есть я ее настроил таким образом, чтобы даже если постоянно работает, допустим, двигатель, да, когда нет автоодеяла, то она не поднимается там выше 65 градусов, ну, в такую температуру. Но под одеялом температура быстро поднимается, поэтому верхний предел стоит 70 градусов. Именно по этой температуре двигатель будет автоматически выключаться. Поэтому сейчас дадим ей полностью прогреться, соответственно, по графикам тоже потом это все будет видно, насколько быстро прогревается машина. И, возможно, даже можно будет этот график немножко применить к тому, что, ну, некоторые, допустим, автолюбители ставят на очень низкую температуру. Там, допустим, ну, если машина позволяет, там, в рабочем хорошем состоянии, новая машина, то где-то минус 10 ставят, там, может, минус 15 вряд ли, конечно, но тем не менее автозапуск по низкой температуре отрицательный. Вот. Так что будем ждать данных датчиков. А сейчас немного хотелось бы такого, пользуясь такой погодой, взял с собой кипяточек в термосе, сделаем небольшой зимний такой салют. Итак, ну что, эксперименту стоп, потому что решил довести до плюс 5 градусов
температуру, но, видимо, скорее всего, датчики покажут все-таки, какая по-настоящему температура в подкапотном пространстве. Вот еще раз повторюсь, что в 10 градусов она еще запускается на автомате с автозапуска, а при более низких температурах уже особо не хочет. Ну, вот так вот, чтобы послушать, что может быть причиной, сейчас попробую еще раз завести. Так. Первая попытка. Или все? Ну, завелась. Так. Получается, температура сейчас в салоне -3, а двигателя +3. Ну что, давайте продолжим эксперимент. И сейчас через полчаса я эту машину выключу. Все, таймер пошел. И вернемся через полчасика. Фу. Вообще, после того, как машина поработала под портативным гаражом, есть большой шанс, что вероятность того, что в салоне есть угарный газ, это очень опасно. Поэтому желательно всегда сразу включать забор воздуха снаружи и, соответственно, открывать окна, чуть-чуть проветрить помещение. Так, ну я сейчас запущу машину. Сейчас нужно будет снять все датчики. Машина проработала 30 минут, ну вот самый завершающий этап, 30 минут, и запустилась +3 градусов. Вот интересно будет посмотреть, что покажут наши датчики. Значит, потихонечку соберем то, что в салоне. Надо будет с них снять показания, и уже дальше у нас пойдет часть, которая будет делаться в тепле, с графиками и так далее. Так, хотелось бы еще добавить про датчик температуры от сигналки, который стоит. Находится он у меня вот здесь, прямо на блоке. Он установлен. Некоторые ставят на патрубки охлаждения, поэтому температура, вот это выставление, она такая достаточно разная может быть. То есть все автолюбители, они решают для себя самый оптимальный вариант, тот, который им подходит. После того, как я демонтировал все датчики, также снял аккумулятор и заморозил машину на время новогодних каникул. Забегая вперед, надо отметить, что один из датчиков, который находился на аккумуляторе, не активировался корректно, и данных на нем не было. Но это не мешает сделать основные выводы, так как под капотом был еще один датчик, который находился в подвешенном состоянии. Итак, после загрузки данных у меня получились 5 графиков, которые мы сейчас с вами подробно рассмотрим. Первый график касается салона автомобиля. Автозапуск по температуре настроен на +10 градусов. В этот момент в подкапотном пространстве, как мы видим, температура на 6 градусов ниже. Это вполне нормально. Датчик автосигнализации, замеряющий температуру двигателя, может устанавливаться также и на патрубке системы охлаждения, и температурные данные могут отличаться. Все зависит от отдельно взятого автомобиля. Также видно, что падение температуры нелинейно. Если в начале после остановки двигателя за 1 час температура падает примерно на 15 градусов, то после порога в +20 градусов скорость остывания снижается, и за час машина теряет по 10 градусов. Благодаря Webasto мы также видим, что после 0 градусов остывание замедляется еще сильнее, и за каждый час машина теряет по 5 градусов. То есть, если вы ставите автозапуск на низкие температуры, соответственно, перед
периодичность запуска двигателя будет больше. Например, в моем случае снижение температуры запуска на 7 градусов увеличило период срабатывания автозапуска на 40 минут. На графике мы можем наблюдать стремительный рост температуры за время работы двигателя. Пиковая температура при запуске двигателя в плюс 10 градусов и в плюс 3 градуса различается всего в половину градуса. Из этого можно сделать вывод, что при низкой температуре срабатывания автозапуска, например, двигатель запускается при минус 5 или минус 10 градусах, мы получаем значительное увеличение периода срабатывания автозапуска при минимальной разнице пиковой температуры. То есть двигатель при установленных плюс 10 градусах будет запускаться каждые 3 часа 48 минут, округлим до 4 часов, а при минус 10 будет запускаться каждые 6,5 часов. Даже если округлим до 6 часов, то тоже является неплохим результатом в минус 50 градусов. Сильно низкой температурой запуска, конечно, не стоит злоупотреблять. Это сказывается на износе двигателя и на перерасходе топлива. Главное найти золотую середину. Переходим к следующему графику, в котором мы рассмотрим температуру подвески автомобиля под портативным гаражом. Красная линия – это подкапотное пространство, зеленая линия – это передняя подвеска и синяя – это задняя подвеска. Выводы можно сделать достаточно интересные. Все владельцы портативных гаражей замечают, что даже в сильные морозы после снятия портативного гаража подвеска ведет себя мягко и начинает дубеть даже при кратковременной стоянке. Понятно, что подвеска под портативным гаражом находится в относительном тепле, но на сколько градусов мы узнаем прямо сейчас. Как видно в начале графика, температура при монтаже датчиков упала до минус 40, а это нижний предел температуры замера. После укрытия портативным гаражом температура начала подниматься. В час 49 ночи включился автозапуск на плюс 10 градусов, и в пике передняя подвеска нагрелась до минус 10 градусов, а задняя до минус 22. То есть разница температур наружного воздуха с температурой воздуха около стоек составила спереди 40 градусов, а сзади 28. В нашем графике мы пропустим работу Webasto, так как мы рассматриваем только автозапуск, и перенесемся в конец графика, где был запущен двигатель при температуре плюс 3 градуса. То есть мы видим минимальную температуру подвески под портативным гаражом. Передняя подвеска остыла до минус 14 градусов, задняя до минус 24. Разница с наружной температурой составила 36 и 26 градусов соответственно. Вот такие данные были получены в результате небольшого исследования. Возможно, вы нашли ответы на некоторые свои вопросы, и выпуск получился полезным. В любом случае, по крайней мере, я удовлетворил свое любопытство, и пространные рассуждения теперь могу подтвердить фактическими данными температур. Это был проект «Испытано на себе» на канале Якутия-24. Всем тепла и удачи на дорогах! Испытано на себе.